Выступивший на 40-й сессии Лиги прав человека, министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу сделал заявление о политике китайских властей в отношении уйгуров и мусульман Восточного Туркестана. По его словам, Китай в рамках борьбы с терроризмом должен делать разницу между невинными людьми и террористами, хранить культурную идентичность мусульман, уйгуров и других национальных меньшинств, а также вести политику, гарантирующую сохранность прав человека, в том числе и свободу вероисповедания. Глава информационного центра Восточного Туркестана, приглашенный в качестве специального гостя на программу, организованную Обществом просвещения и помощи Западной Тракии, совместно с Организацией Дружества Восточного Туркестана, прошедшей в германском городе Липштадт, осветил вопрос Восточного Туркестана. Абдулджалил Каракаш проинформировал присутствующих относительно ассимиляции в Восточном Туркестане и способах совместной борьбы против произвола китайских властей. Выступивший на встрече Коммунистической партии Китая с делегацией турецкой партии Ватан в Пекине, Ювей сделал следующее заявление. Западные страны целенаправленно критикуют этническую политику Китая. Эти страны также не желают развития и процветания Турции. По словам Ювей, китайский опыт борьбы с терроризмом может стать примером для Турции. Стало известно, что министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф подал в отставку. Ожидается изменение внешней политики Ирана и принятие ею более агрессивного характера. Джавад Зариф подал в отставку сразу же после встречи Башара Асада с лидером Ирана Али Хумейни и президентом Хасаном Рухани. Ультраправое правительство Австрии готовится к введению комендантского часа и домашнего ареста для беженцев. Об этом заявил министр внутренних дел Герберт Кикл. По его словам, начиная с 1 марта, все иностранцы, не получившие статус беженца, будут обязаны в определенные часы дня находиться дома. После подписания Нурсултаном Назарбаевым указа о назначении новых имен в Кабмин было создано новое правительство Казахстана. На пост премьер-министра Казахстана Назарбаев назначил 53-летнего Аскара Мамина. Об этом было объявлено на официальном сайте правительства.